Но можно добавить, да, с вашей стороны, потому что к вам поступает не совсем полная информация со стороны органов муниципалитета. Дело в том, что ровно год тому назад, когда разразился энергетический кризис в этом районе, потому что Якутскэнерго у нас имеет право отключать все нежилые помещения по закону, и когда бедные жильцы пришли с просьбой включить им отопление, Якутскэнерго им отказывал в связи с тем, что у них нежилые помещения. Они просто владельцы каких-то коммерческих площадей, офис там и все, чего угодно. Соответственно, у нас мэрия вот ровно год назад вот в этом зале провела планерку в связи с этим. И, соответственно, конечно же, органы муниципалитета дали обещание о том, что нужно подготовить соответствующую экспертизу и обратиться в наш ДЖО для того, чтобы получить соответствующее разрешение на перевод. Этим занимается межведомственная комиссия. Значит, на основании этой планерки, которая проводилась в этом зале ровно год тому назад, жильцы заказали эту экспертизу, которая у меня есть на руках, а именно нашего Республиканского центра технической инвентаризации. Эта экспертиза от 23 ноября того еще годовой давности 2018 года. И жильцы подавали, соответственно, уже заявление в ДЖО весной и летом, но, к сожалению, 25 марта почему-то ДЖО отказывает по каким непонятным причинам о том, что якобы невозможно. И вот эта государственная экспертиза нашего Республиканского центра технической инвентаризации оказалась им не в указ. И несмотря на то, что вот Сергей Григорьевич судился с нашим муниципалитетом, несмотря на то, что прозвучали обещания о том, что им помогут, их переведут в жилые, тем не менее представители администрации на всех судах категорически обещают, но органы муниципалитета отказывают, в частности ДЖО. В конце концов, когда была заказана вот эта экспертиза от 7 июня 2019 года, которую вам представляет наш орган муниципалитета, была специально заказана для того, чтобы отказать этим жильцам в переводе. Поясните, почему экспертиза, которая была представлена и проведена РЦТИ, во-первых, она документальная. Нет подтверждения того, что была произведена выездной вообще на объекты. Были приложены технические паспорта, все документы, которые представил сам, то, что имелось на руках у жильцов. Кроме того, я помню, мы смотрели данную экспертизу, проходились, мы нашли очень много замечаний, которые были. Все эти замечания были направлены в адрес, в том числе ДЖО. И в РЦТИ направлены были в том, что идет незастыковка выводов, сделанных данной экспертизой. Экспертиза была подписана специалистом и не утверждена руководителем РЦТИ. То есть тут очень сомнительно вообще действие данного документа. В свою очередь, Центром досудебных и судебных экспертиз, которые имеют также лицензию на территории Федерации, проведена данная экспертиза со всеми выездами, фотографиями, экспертами. То есть тут безоговорочно считаю, что данный вывод, который сделан нашей экспертизой, имеет большую силу, в том числе с тем, что данная экспертиза была документальной. Все, давайте так, коллеги. Действительно, мы только что были вот на рабочем собрании, да, всех чиновников, руководителей, в Ксентию с Арданой Николаевной. Вот. Наше впечатление такое, что чиновники друг от друга перебрасываются, перекидывают ответственность, пытаясь снять с себя. То есть одни говорят по одним там законодательным актам это невозможно, другие говорят, что возможно, третьи говорят, что там арест наложен и так далее, и так далее. То есть очень сложная какая-то ситуация, непонятная. На самом деле есть экспертиза, которая говорит, что наши дома можно перевести в жилое помещение. Но, тем не менее, тут же выступает муниципалитет городской, говорит, что нет, это невозможно. И ваша экспертиза является недействительной. Так чья экспертиза все-таки действительно это? Но экспертиза, получается, предоставлена вашим представителям, она же государственная, правильно? Да, она государственная, да. У них есть сертификация соответствия, все лицензии и так далее, и так далее. Но муниципалитет говорит, нет, ваша экспертиза не является